наш Победитель, хоть хорошо разбрал смерти, звал зубы от гробницы, Божья сила, аллилуйя. От зубы от гробницы, Божья сила, аллилуйя. Откупил Христос Адама, и весь род людский так само. Отчинил нам правый небо, звал Царь свету, аллилуйя. Отчинил нам правый небо, звал Царь свету, аллилуйя. Прославил с мертвых повстание, дай грехов нам дарование. Как с тобой жизнь вечна, Пане, аллилуйя, аллилуйя. Как с тобой жизнь вечна, Пане, аллилуйя, аллилуйя. Он живе, наш Пан Победитель, хоть пройшов разбраву смерти, звал вывел от гробницы, Божья сила, аллилуйя. Звал вывел от гробницы, Божья сила, аллилуйя. Ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. З вами. И с Духом Твоим. Мужи галілейські, чому стоїте і углядаєтеся в небо, гэта Ісус узяти від вас у небо прийде так само, як ви бачили його узыходячим на небо. Аллилуйя. Падчас гэтай святой мшы молюся за памерлага Петра, 8 гадоў па смерці, Ганну і Ірыну, просячы, каб добры і міласэрны Пан прабачыў ім правіны і праняў у супольнасць усіх святых. Перапросім за нашыя грахі, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Пане, Ты послал и оздоровить скрушенных сердцем, змилуйся над нами. Змилуйся над нами. Христе, який прийдеш судить живих і померлих, змилуйся над нами. Змилуйся над нами. Пане, який сядиш праворуч Отця, каб заступатися за нас, змилуйся над нами. Змилуйся над нами. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вічного. Аминь. Славиши Богу. А на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Тебя великой хвалы Твоей. Пане Боже, Богородице небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Всенародный, Иисус Христе, Пане Боже, Барану Божий, Сыне Отца, я Тебя грешно себе, грехи свету, змилуйся над нами. Я Тебя грешно себе, грехи свету, прими моление
нашої, явися зі справа рушайся, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі, Богайся. Амінь. Молимся. Пусть всемогутный Боже, в небо шествие Твоего Сына в это возвышение человечей натуры. Прими от нас подяку, якую мы полные святой радости Тебе узносим. З надеей, что як членами вечного тела Христа злучимся тем нашей головою у вечной славе, яки с Тобою живей владарить в едности Духа Святого, Бог правду все веки вечные. Аминь. Читання книги «Діл апостолів». Першу книгу я написав, Теофіле, про все, що зробив Єсус і чому вчив початку аж до дня, у який узнесся, давши про Духа Святого загади апостолам, яких вибрав, де перед якими з'явився живим після своєї муки у шматликих доказах. На протягу 40 днів об'являвся їм і казав про Божие владарство. І коли разом ели, наказав їм не відходити з Єрусалима, але чекати обіцяного Отцом, про що ви чули від мене. Ян хрестил водою, а ви будете охрещені через несколько днів Духом Святим. А собранные пытались у його: «Пане, ці не ў гэтым часе ты адбудуеш королевство Израиля?» Ён же отказал им: «Не вам ведать часы, ці поры, якія Отец призначив своей уладой, але прийміте моц Святого Духа, які на вас сидя, и будете моими свидками в Иерусалиме, и во всей Юдеи, и в Самарии, и аж до краю земли». И сказавши это, он узнесся на очах их, и в облако забрал его из них очей. И коли яны пильно узирались у неба, як он узыходить, вось два мужи стали перед ними у белом одении и сказали: «Мужи галилейские, чего стоите и углядаетесь у неба? Гэта Иисус, узятый от вас на небо, прийде так само, як вы бачили его, коли он узыходил на небо». Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Узнесся Бог под радостные кричи. Узнесся Бог под радостные кричи. Все народы пляскайте в долони, радостным голосом ускликайте Богу. Бог грозный Пан наивышейший, великий владар над всей землей. Узнесся Бог под радостные кричи. Узнесся Бог под радостные кричи, Пан при гуках трубы. Спевайте Богу, спевайте, спевайте нашему владару, спевайте. Узнесся Бог под радостные кричи. Бог владар усей земли Бог, яму им заспевайте. Бог владарить над народами, Бог сидит на своем троне святым.
Читание послания святого апостола Павла к Ефесцам. Браты, Бог Пана нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа мудрости и открытия у познания Его, и просветлил Божие сердце вашего, как вы ведали учим надея, покликание Его, и якое богатие славной спадщины Его для святых, и якая неизмерная величь моцы Его у нас, верующих в раздеяние могутной силы Его, якую Он выявил у Христе, коли воскресил Его из мертвых, и посадил праворуч себе на небесах, выше за всякое княжение, и владу, и силу, и панование, и за всякое имя, якое называется не только в этом веку, але и в будущем. И все покорил под ноги Ягоне, и поставил его над усим головою костела, який есть телом Ягоне, полнотою того, кто наполняет все во усім. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Идите и научайте все народы, каже Пан. Я з вами во всі дні, аж до скончення віку. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим. Заканчение святого Евангелия Павла Матфея. У той час 11 вучняў пайшлі ў Галілею на гару, куды загадаў ім Езус. І калі яго ўбачылі, пакланіліся яму, але некаторыя сумняваліся. Тады Езус наблізіўся да іх і сказаў ім: «Дадзена мне усялякая ўлада на небе і на зямлі. Дык ідзіце і навучайце ўсе народы, і хрысціце іх у імя Айца і Сына і Духа Святога. Вучыце іх захоўваць усё, што я загадаў вам, і вось я з вамі ва ўсе дні, аж да сканчэння веку». Это слово Пана. Слава тебе, Христе. Адзінаццаць вучняў пайшлі ў Галілею на гару, куды загадаў ім Езус, і калі яго ўбачылі, пакланіліся яму, а некаторыя сумняваліся. Пан Езус хадзіў па зямле, пры гэтых жа вучнях апосталах 11 асталося. Размнажаў хлеб, пераменяў ваду ў віно, рабіў цуды, успакайваў мора. Наконец был забиты, з мертвых паўсталы, объявлялся тым же самым 11 учням. И евангелиста сегодня пишет, а некоторые с них сумнявались. Мимо того, что укладали свой палец у бок, бачили раны, споживали с Иисусом Христом, с мертвых паўстало снедания, и так сумнявались. Это здание хорошее для нас, братья и сестры. Потому что каждый из нас сумневается. Мы вельми часто сумневаемся и боимся до этого признаться. Але калі евангеліст пише про апостолов, які стільки бачили в Ісусі Христі, то для нас так само великий знак. Але знак так само проявляется у тым, что навертание человека отбывается не праз цуд у житті, який би мог відбутися у нас або у вас. Нет. Мы вельми часто говорим: «Пане Боже, учини со мной такую справу, альбо зміни це все». Я, напевно, зміню свій поступ. Я не буду вже, я не вернусь, я буду, напевно, вести другое життя. Альбо щоб я хтось дав твою книжку, щоб я прочитав і тотально змінив своє життя. Альбо ще вчинив якусь справу, що я справді увірив у Христа. Это вас не наверное.
Який би тут у вашому житті не відбувся, він не буде причиною, як ви не вернулися. Навіть коли батьки разом, і дитя захворіє так, що лікарі скажуть, все, нема шансу. І зачнуть молитися, приходять в костел. І коли дитя оздоровиться, справді, дякуючи їхнім молитвам, то батьки і так не вірять у Бога. Моцно. Бо не цуд навертає чоловіка, ні. Коли ми так думаємо, і може гэтага цуда чекає в нашому житті, як пан Бог нам об'явився, тому по-справдному. Ні, ми далі будемо сумніватися. А може лікарі ошиблись, може не та хвороба не була ягона, може не ягона карточка і так далі, може не ягоні аналізи були, і чоловік би собі визнумачував тисячу речей. Бо що нам для віри потрібно? Тое, що Ісус Христос обвящає. А Ісус Христос, ідучи про своє життя, обвящає тільки і виключно одно. І навіть коли 40 днів після з мертвих до встання об'являється учням, говорить им только и выключно про одно – про владарство небесное. Не тое, не, бо оно далеко, а тое, что внутри, у сердце моем. И захвочивая, неоднократно кажучи, что владарство небесное распочинается от моего нутра, от моего перемены, от моей перемены. Что у сердце моим, что в думках моих, то я буду і в учинках, і на язику моєму. Пам'ятаєте, колись за часов комуністичних виходили у крамок купити сметану з такими бетончиками. І какой-то бетончик налить мазутом. І почти как купити сметану з тим бетончиком. Чи нальємо туди? Сметани не буде. Буде наваливатися. Нічого ми не принесемо в цьому бетончику, поки эту мазуту оттуда не витягнемо. І бетончик не отполируємо. Бо іначе не буде ніякого пожитку. І це так само з нашим серцем, брати і сестри. Бо що у серці твоїм, то і на устах твоїх неоднократно скаже Ісус Христос. Не може чоловік, який наповнений злом, ненавистю, грехом, робити добрі поступки. Не може чоловік, який не вірить, делиться вірою. Тільки чоловік, який десь шукає віри, який шукає добра, который наполняет свое життя добром, то може ділити добро. І приємно нам бути Твоєм, дає нам радість, дає нам надію, забирає у нас смуток і в якийсь спосіб, може, не розв'язує наші тяжкості, наші проблеми, але допомагає нам поглядіти з надією у будучину, що в нашому житті ще не все так древно. Ми вельми часто хочемо в нашому житті різні справи нам самим собі витлумачити. І шукаємо якийсь спосіб. А припомним эту поговорку, де говорить, що навіть Соломон, знаний Соломон, який мав мудрість від Пана Бога, він не просив коштовностей, а просив, Пане Боже, хоч 1% мудрості, який ти маєш. Як я мог розрушувати добро от зла, як я мог розсужувати. И Пан Бог ему дал. И нам написано, что навод Соломон с пустого ничего не налил. Смеем сказать, навод Соломон у полное уже больше ничего не налил. Ничего не налил, потому там же полно. Чем наполненное внутро мое. И тому, как мы глядим, это не покой сирот в учням есть. Некоторые сумневались. И сумневаются, может, по сегодняшний день. Але мы в этом сомнении сюда приходим. Не тому, что хочем тут знайти тлумачення наших справ, бо ми їх не здобудемо, поглянемо, що нам сьогодні говорить перше читання. А собрання питалися у його, Пане, чи не у цей час ти відбудуєш королівство Ізраїля? А він говорить, він відказав їм, не вам ведать час, ті пори, які Отець призначив своєю владою. Не вам ведать. В другом месте, когда Пан Иисус будет говорить до учнів, промовлять, что все отдадут свое життя, прольют кровь для веры, для Христа. Скажет только, кроме одного, кроме Яна, так скажет апостол. И придя момент, что подойдет Петр до Иисуса Христа и будет пытать, Пане, а что ты скажешь относно Яна? А Пан Иисус скажет, не твоя справа верить. Не твоя справа.
Вы бы хотели ведать наперед шмат рэчаў. А Иисус говорит, Христос, не твоя справа ведать. Ты только вер тое, что атрымаў. Вы хотели бы даведацца, у які спосаб, што функцыянуе. Я хотел бы эту веру, каб я зразумець, які спосаб, каб ён там вытлумачыў, што ў нашым жыцці адбываецца, чаму гэта адбываецца. Не твоя справа. Ты просто ператворвай, перазмагай тое, што ў цябе ёсць. Змагайся на розныя спосабы, а Бог тебе даст ласку. Как мы не пробовали штосьці самі ў жыцці змяніць. Мы вельмі часто так само чуем, что я не разумею этой веры, я не разумею костёла, тому я не хожу в костёл, тому я не молюся, тому я ничего не роблю. Я гэта не могу зразумець, як это все дзейнічае. Так это я неоднократно повторяю, с этими процессорами у компьютера. Я не знаю, як яны дзейнічаюць, а я с компьютера карыстаю. Я могу так шмат добрых рэчаў несці. Я не знаю, як рухавік дзейнічае, але я езжу на аўтамабілі, бо мне хутчэй, чым ісці на нагах. І розныя справы. І може сьогодні ми не розуміємо гэтай веры, не розуміємо гэтага касцёла, але нам не трэба гэтага разумець. Чи твоя гэта справа? Ты просто вер. Бо калі будеш пробовать зразумець, то далёка станеш ад Бога. Бо будеш хацець сам быць Богом у пэўным моменце свайго жыцця. І тады адыдзеш ад касцёла, адыдзеш ад сакраментаў, адыдзеш ад царквы. От Христа. Станешь далеко и будешь назирать, и будешь все критиковать. Что это твоя справа? Не твоя справа. Поглядите, вы представили себе человека, мужика, який з'является добрым лекарем, супер добрым лекарем, и мае жонку. И у этой жонки знає кожную косточку. Кожную косточку, якая что означает, кожный позвоночник знає, на что надеюсь, как не болела. Знає навіть мышцы, где твердые, где мягкие, який способ. Чи можна сказати, що він знає свою жонку? Ні. Він знає тільки чоловіка, анатомію чоловіка. Бо ти не знаєш, що я познав як матерію, і він не може познати чоловіка. Ні. Бо кожен з нас другий. І це кожне скрите в нашому серці. Ми вельми часто самі себе не знаємо, а ми би хотіли познати ще Бога. И некоторые говорят, який ты Бог. И которые начинают задавать питания, ты что делаешь, а як это у раї там буде? В Святому Писанні написано, у раї буде добре. Але скажите, Ксьонс, там где будем вести, кто условно для нас сразу растет, так и нет. А что мы там будем споживать? А это надо будет хотеть то, это не будет хотеть споживать. Надо будет, мы там будем с ними разбираться, не будем с ними разговаривать. Нет, у раї буде все добре. Чи тобі треба більше що знати? Чи вам треба что-нибудь больше знать, как я вам сказал, что вы сегодня будете жить вечно, и никакой тяжкости у вас все будет добро. На то, что вам трощится наперед, когда будет все добро. А мы хотим знать. На разные способы пробуем познать. Але как это отбылось, мы повинны, как уже сказал я, из нашего сердца выкинуть то, что дрянное. Уметь самого себе настроить на добро. Есть такая прымаўка цікавая у языке польскім, калісьці ў школе, цяпер уже немає, дзеці яе вучыліся. Гэтая прымаўка гаворыць более-менее пра тое, што быў кандуктар у цягніку, і ў пэўным моманце, калі правяраў білеты, пашоў у вагон, дзе быў запоўнены цалкам дзяцей. Калі убачыў гэтых дзяцей, начал на іх кричаць: «Дзеці, давайте білеты! Ну давайте, што вы тут крычыце? Всім смірна, все тихо, давайте білеты доставайте!» І ў пэўным моменце, пасля гэтых крыкаў, вышел на якийсь момент на коридор. Озирался в окно, вярнуўся ізноў у гэты вагон, сказаў: «Дзеці, калі ласка, достаньте билеты. А чего вы такие смутные? Может, больше радости? Вы ж дзеці». И один хлопчик не вытрымаў. Подходит до гэтага кондуктора и говорит: «А скажите, чего вы так только что 30 секунд тому назад на нас тут как кричали и нянчили? А теперь вы такие изменились на 180%. Он говорит: «Потому что у меня дитя венерозно хворое, нарушено, амаль слепое. И сегодня повинна была быть операция. И как раз в этот момент, когда я вошел до вас, и треба было выйти на коридор, поглядеть праз окно, я проезжал побыть своим домом. Я своей жонкой домовился. Коли операция удастся, как запалила 2 агенчика в окне, 2 окна, 2 покоя, двухпокоя включила свет. А
А калі не ўдасца, каб света гэтага не запальвала. Дык вось, два святла я ўбачыў. Аперацыя ўдалася. Браты і сёстры, гэта незвычайная гісторыя, але гэта паказвае, у які спосаб мы на другого чалавека ўлияем, як мы на яго перакладваем, як нашыя справы мы на кагосьці пераносім. Які спосаб мы хочам у кімсьці забіць якуюсьці надзею, якая на ёсць. А Jesús Христос гаворыць, валадарства Божия унутры, у табе. Так, як туда Христа запросиш, так, як його можеш разумець, так, як його можеш кахати. Такую самую любов атрымаеш. В одном із орденаў сясцёр за мяжою, калі ўваходзіш, ёсць такі вялікі транспарент. І там напісаныя розныя цытаты заснавальніцы гэтага закона. І адзін з цытатаў вельмі моцных і прыгожых. Напісана так: ты настолькі Эўхарыстыю зразумееш, настолькі, насколькі умееш прыняць любов. Калі мы не маем любові, і мы не умеем яе прыняць, то як мы можем зразумець, што адбываецца тут, бо Ісус Христос любоў сваю нам дае. Кожны дзень, за каждым разом, як мы ёсць у этой святыні, складая самого себе в ахвяры для тебе, для мяне, для прабачэння наших грахоў. І гэта вельмі добра, што ты сёння сумняваешься, бо я таксама сумняваюся. Але гэтыя сумненні маюць весці нас яшчэ наперад. І апошняе, сёння мы прачытаем пад канец. Мужы галілейскія, чаго стаіце і углядаецеся ў неба? Калі гэта адбылося, калі Ісус Христос узышоў уже на неба. Чаго стаіце? Гэтыя словы азначаюць, каб мы не стаялі на месцы. Але каб помимо того, што мы пазналі, каб мы на розныя спосабы пробовали быць у руху хрысціянскім, імкнуцца наперад. А можа нават часамі і назад, але таксама рух, які паможа нам на якісьці спосаб адкрыць тое, што нам патрэбна для нашага жыцця. Але прыміце моц Духа Святого, які на вас зыдзе, і будзеце маімі сведкамі ў Єрусалимі і ва ўсе дні, і ў Самарії, і аж до краю землі. Аминь. Родина Бога и всемогутного Створителя неба и земли, всего вашего и не вашего, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца нароженного, верующими веками, Бога от Бога, Святого от Светла, Бога соправдного от Бога соправдного, нароженного, а не створенного, одиносутного Отцу, разве от Бога все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, оболи Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде в хвале, судить живых и померлых, и яко благодарству не будет конца, веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и прост для отпущения грехов и шагаю воскрешение померлых и життя вечного в будущем свете. Праз Ісуса Христа, який взійшов на небо і сядить праворуч Отця, з довером представим Богу наші просьби. Молимся за святый костел, каб ён можна обвяшчаў Божию правду и указывал свету вечной коштовности. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за миссионеров,
каб яны обвещали Христовое избавление всем народам. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за народы, якія переживают конфликты, каб запанаваў у их краинах долгочаканы спокой. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, кто не разумее годности людского тела, каб яны зразумели, что оно призначено для удела в вечном житті. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, кто пробывая сдалек от своей семьи, каб яны лучились з родными праз молитву и удел у сакрамента. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой святой мши, каб надея на вечное життя заохочувала нас до смиренного виконання наших щоденних обов'язків. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близких, померлых. Особливий спосіб доручаємо святої пам'яті Петра, 8 годов по смерті, Ганни, Ірину, 6 годов по смерті. А добрий милосердний Пан пробачив їм провини і прийняв супольність усіх святих. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, выслухай наши просьбы и учения, как мы раз справедливое життя на землі досягнули вечного життя з Христом, у небовшесті, якого сьогодні святкуємо, які з тобою живе і владарить, раз усі веки вечные. Amen. 291. Супокой, вам супокой, праздник ваш, вам супокой. Супокой, вам супокой, праздник ваш, вам супокой. Возьмите Духа Святого, возьмите Духа Святого, Якове Отец моцай вас. Возьмите Духа Святого, возьмите Духа Святого, Якове Отец моцай вас. Молитесь, как мою и вашу офяру преупокойте всемогутные. Нехай Пан Бог прийде офяру з рук твоїх, на прославлення і хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Ой, час предвечный, покорно складая Тебе эту офяру во врачистостью небошестя Твоего Сына, дозволь просим, как разгретые святые днем даров, мы узнесли наше сердце до неба, праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами, І з Духом Твоїм, угору серце, узносим їх до Пана, дякуємо Пану Богу нашому. годна грека і справедлива. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, бо Пан Езус, пераможца граху і смерці, узышоў сёння ў неба, як валадар хвалы, якім захапляюцца анёлы. Ён пасярэднік паміж Богам і людзьмі, суддзя свету і валадар стварэння. Узыходзячы на неба, Ён не пакінуў нас у нашай нядолі, але перад намі увайшоў у небесную айчыну, каб мацаваць нашую надзею на тое, што мы, як члены Яго містычнага цела, таксама ўводзім туды за ім, нашай галавою. Таму адкупленае чалавечаства ва ўсім свеце радуецца ў воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ускрикаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто
просим и молим Тебя, про Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, как принял и благословил эти дары, это приношение, эту святую беззаконную ахвяру, складаем ее Тебе найперв за Твой святый католицкий костел. Будь ласкавый одолжать с упокоем, оховывать, яднать и керовать им во всем свете, разом со слугой Твоим, Папом нашим Львом, Бискупом нашим Юзефом, и усими, кто верно заховывая и вызнає католицкую и апостольскую веру. Пам'ятай, Пане, про слугов Твоих, Петра, Ханну и Ирину, и про всех тут присутных, веру и отданность, яких Ты ведаешь, за их мы приносим Тебе эту ахвяру, хвалы, так само и они Тебе ее приносят за себе, за всех своих близких, за откупление своих душев, за надею на избавление и уратование узносят свои молитвы до Тебе, до Бога вечного, живого и правдивого. У едности с усим костелом в наисвятейший день, коли Пан наш, Твой Сын одинородный, узнес до хвалы по Твоей правице, з'єднаную с собой кволую человечую натуру, найперв спашаною вспоминаем благословленную за усюди Панну Марию, Мати Бога и Пана нашего Иисуса Христа, а так само святого Юзефа, обранника наисвятейшей Панны Марии, святых апостолов и мучеников Твоих, Петра и Павла, Андрея, Якуба, Яна, Тамаша, Якуба, Филиппа, Варфоломея, Матея, Симона, Тадеуша, Лиана, Клеята, Климента, Сектеса, Корнелия, Киприяна, Лавренция, Хризагова, Яна, Павла, Косму и Дамяна, и у всех святых Твоих празить заслуги и молитвы, нехай во всем оховывая нас Твоя опека. Пане, ласкаво прими и просим эту ахвяру от нас, Твоих слугов, и от всей семьи Твоей. Заховай дни наши у Твоим спокои, збав нас от вечного осуджения и долучи до Твоих выбранных. Просим Тебя, Боже, мocою Своего благословения, освяти эти дары и учини их досконалою и милою Тебе ахвярой, как стали члены для нас телом и кровью Твоего наимилейшего Сына, Пана нашего Иисуса Христа. Напередодні муки Он узял хлеб у Своей святые и достойные руки, поднял очи до неба, до Тебе, Бога, Отца Всемогутного, и подяку Тебе складаючи благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynom po wieczerzy uziął этой почестный келих у Своje святые и достойные руки, знов Тебе подяку складаючи, благословил, подал своим учням, кажучи: «Берите и пейте с его все, бо это есть келих крови моей нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита, деля отпущения грехов. Это czynicie na moją pamięć». Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа в хвале. Panie, my sługi Twojej, Twój lud święty, wspominają благословленную муку и воскрешение, так само хвалебное у Него Христе, Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, складаем наисвятейшей величи Твоей, Твоих даров и щедротов, ахвяру чистую, ахвяру святую, ахвяру беззаконную, хлеб святый життя вечного и келих вечного избавления. Узглянь на ее милостиво и спокойно, и ласкаво прими ее, принял дары праведного слуги Твоего Авеля, ахвяру патриархи нашего Авраама, и святую да беззаконную ахвяру, якую принес Тебе наивысшейший святар Твой Мелхиседек. Покорно просим Тебе, всемогутный Боже, загадай своему святому анёлу,
занести эту ахвяру на Твой небесный алтарь, перед обличием Твоей боской величи, как завсёды усе мы, які удзельнічаем у гэтай ахвяры алтара и примаем наисвятейшее тело и кровь Сына Твоего, отрымали щедрое небесное благословение и ласку. Памятай, Пане, так само про слугов Твоих, якія пришли перед нами со знаком веры и спять у супокои. Просим Тебе, Пане, дай им и усім, кто спочиває у Христе, пробывать у месте с утешением, светла и супокою. Так само и нам, грешным слугам Твоим, якія сподзяются на великую милосердность Твою, будь ласкавый дать удел у едности с Твоими святыми апостолами и мучениками, с Яном, Стефаном, Матвеем, Варнавом, Игнацием, Александром, Марцелином, Петром, Фелицитой, Перпетурой, Агатой, Луцией, Агнешкой, Цицилией, Анастасией и всеми святыми Твоими, уведи просим и нас в их супольность, не деля наших заслугов, але дякуючи Твоему проводжению, праз Христа Пана нашего, враз якого Ты, Боже, все такие доброты, неспынно створаешь, освячаешь, оживляешь, благословляешь и нас ими наделяешь. Раз Христос, Христові у Христі, так Его жавойча всемогутный, у єдності Духа Святого, уся ваша і хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими, и ими з'являемся, тому полной удачности смериваемся казать: «Отче наш, который в мире, святится имя Твое, приди владарство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от зла. Просим Тебе, Пане, збав нас от всякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бог Твое благодарство и мост и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Божий, я Тебя лишь на себе, грехи свету, смилуйся над нами, баранку Божий, я Тебя лишь на себе, грехи свету, смилуйся над нами, баранку Божий, я Тебя лишь на себе, грехи свету, одари нас упокоем. Ось бараnek Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, а покликаний на вечеру Японию. Аминь. Я не варта, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Пожелаем мне благословенный, целована и бесценную кровь. Мы пьем стили прославления, напоя письмо у души сподаляет. Хлеб небесный дал нам Пан, как жизнь вечна. Хлеб небесный дал нам Пан, как жизнь вечна. Принявши хлеб святый, будем прославлять Бога. Яркином сердцем лившие великие славы. Узрадуйтесь, справедливые Пану, примаемши тело и кровь Христовы. Хлеб небесный дал нам Пан, как жизнь вечна. Хлеб небесный дал нам Пан, как жизнь вечна. Сегодня мы сожжаем хлебанева, сегодня мы вашим Иисуса Христа, нашего Пана. Сегодня мы прославляем огонь, реки горит на алтаре. У тени якого спевают серафимы. Хлеб небесный дал нам Пан, как жизнь вечна. Хлеб небесный дал нам Пан, как жизнь вечна. Сегодня мы чуем морские короткий голос. Это и тело спалит врагов терний и осветить людские души. Яркие примают плоскую споживу. Хлеб небесный дал нам Пан, как жизнь вечна. Хлеб небесный дал нам Пан, как жизнь вечна. Споживаем хлеб благословенный, тело Пана и бесценную кровь. Мы пьем стелих избавления, напоя кислом души сподаляет. Хлеб небесный дал нам Пан, как жизнь вечна. Хлеб небесный дал нам Пан, как жизнь вечна. О, Иисус, Господи, песню хвалы прими, и будь прославлены теперь и навеки. О, Иисус, Пане мой, прагну я жить с тобой. Єзу, я твой завжди, тепер і навеки. О, Єзу, Боже мой, збавця душі моєї, серце
Молимся. О всемогутный вечный Боже, Ты уже на земле даешь нам телу небесных таевницах. Просим Тебя, напомни наше сердце Твою подебе, где наша человеческая сутность пробывает с Тобою в Христе Иисусе, яки живей владарить на веки вечные. Добре, що ви йдете, що приходите. Нехай энтузиазм вот этой Божьей веры христианской будет для вас добрым. Не так, как выйдем с костела и скажем, ну наконец-то хоть эта имша закончилась. А нет. О, дякую пану, имша закончилась, можно отпочить, если святковать. Иначе по-другому все принимается. Таким, как один одного запаливали, таким энтузиазмом как раз запаливая Христос, який узыходит на небо. И он не узышел на небо, а не написано у вызнании веры, что он узышел на небо, а не оставил нас, он пробывая с нами, а теперь у другой постати. За это треба нам подякивать, примите Божие благословение. Пан с вами. И с духом твоим. Отхилите ваши головы на благословение. Пусть всемогутный Бог нехай благословит вас. Бо сегодня Его одинородный Сын взошел на небо, как и вы могли прийти туды, где Он пробывая в славе. Христос после своего с мертвых повстания явился своим учням. Нехай Он будет для вас летостивым судьёю, коли прийде судить живых и померлых. Христос сядет в славе праворучайца. Нехай Он одорить вас радостью своей присутности, пообещал, что будет с нами до конца свету. Благословение всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай застається с вами назавсёды. За наших близких померлых. Особливый способ за померлого Петра, Ханну и Ирину. Владарка неба, устешься, аллилуйя. Только Бога сердцем носила, аллилуйя. Воскресил век протканствовал, аллилуйя. Богу за нас молися, аллилуйя. Веселися и радуйся, Панна Мария, аллилуйя. Бог воскрес Панна Дива, аллилуйя. Молимся. Боже, Ты празу воскрешение Твоего Сына, Пана нашего Иисуса Христа, наполнивший радостью. Учени просим, как про заступництво Его Мати Панны Марии, мы отримали радость вечного життя, праз Христа, Пана нашего. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была справедливо теперь и завсюду, и на веки вечные. Аминь. Добрый Иисус наш Пане, Дай им вечное спасение. почивает в покое вечным. Аминь. Святый Архангеле Михаиле, Держи нас в змагании, будь нам обороною, супроть спокусы и пастырь злого духа. Покорно просим, нехай я вознишься Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие нас благодушнуют во свете. Аминь. О, святейшая, О, свят, ясный настал небесный прав, тревожит Божий нас ворожия, услыши нас, дай силу нам, О, святый, Тебе хвала во все веки, коли закончится наш шлях земли, упорство свое прими.
Христе, у гэты дзень, калі Ты быў узяты да неба, прыходзім, каб Цябе прасіць праз заступніцтва Тваёй і нашай Маці. В асаблівы спосаб за дзяцей, якія ў суботу першы раз прыступяць да сакраменту пакаяння, каб добра, сумленна прыгатаваліся да гэтага сакраменту, шчыра вызналі свае грахі, а таксама просім асвятліць Духа Святого для іх на час споведзі. Таксама памятаем пра іх родных, бацькоў, якія калісьці паабяцалі, каб былі вернымі абяцанням складзеным падчас хросту. Просім для дзяцей і іх бацькоў умнажэння веры, надзеі, любові, каб маглі Хрыста Пана заўсёды насіць у сваім сэрцы. Kyrie eleison, Chryste eleison, Chryste paczuj nas, Chryste wysłuchaj nas, Ojcze z nieba Boża, zmiłuj się nad nami, Synie Odkupicielstwie Boża, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boża, zmiłuj się nad nami, Święta Trójca Radziwy Boża, zmiłuj się nad nami, Świętaja Maryja, modli się za nas, Świętaja Bogorodzica, modli się za nas, Świętaja Panna nad Pannami, modli się za nas, Maci Chrystowa, modli się za nas, Maci Kościoła, modli się za nas, Maci miłosierności, modli się za nas, Maci łaski Bożej, modli się za nas, Maci nadziei, modli się za nas, Maci Praczystaja, modli się za nas, Maci bezzakonnaja, modli się za nas, Maci nieporusznaja, modli się za nas, Maci niewinnaja, modli się za nas, Maci najmilejszaja, modli się za nas, Maci najcudowniejszaja, modli się za nas, Maci dobrej rady, modli się za nas, Maci Zbawiciela, modli się za nas, Maci Zbawiciela, modli się za nas, Panna najmądrzejsza, modli się za nas, Panna wygodna, modli się za nas, Panna prosławiona, modli się za nas, Panna mogutna, modli się za nas, Panna łaskawa, modli się za nas, Panna wierna, modli się za nas, Ministra sprawiedliwości, modli się za nas, Stolica mądrości, modli się za nas, przyczyna naszej radości, modli się za nas, Świętynia duchowna, modli się za nas, Świętynia chwalebna, modli się za nas, Świętynia sławna pobożności, modli się za nas, Róża mistyczna, modli się za nas, Wieża Dawida, modli się za nas, Wieża z kości składowej, modli się za nas, Złoty domie, modli się za nas, Ковчег заповеду, modli się za nas, Brama niebiesna, modli się za nas, Zorka radośnieja, modli się za nas, a
откровение хворых, молися за нас. Придува грешных, молися за нас. Полёгка мигрантов, молися за нас. Судья жарница засмученных, молися за нас. Успокоила христианов, молися за нас. Королева Юдов, молися за нас. Королева патриархов, молися за нас. Королева пророков, молися за нас. Королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, молися за нас. Королева вероизнаковцев, молися за нас. Королева панов, молися за нас. Королева всех святых, молися за нас. Королева без греху первородного зачатая, молися за нас. Королева неба взятая, молися за нас. Королева ружанца святого, молися за нас. Королева семя, молися за нас. Королева с упокою, молися за нас. Королева Беларуси, молися за нас. Королева свету, молися за нас. Баранку Божий, я тебя решнася века и свету, даруй нам память, даруй нам память. Баранку Божий, я тебя решнася века и свету, выслухай нас, Пане, выслухай нас, Пане. Баранку Божий, я тебя решнася века и свету, змилуйся над нами, змилуйся над нами. Радуйся и веселися, Панна Мария, аллилуйя. Боже, спаси нас, Тихо, аллилуйя. Молимся. Просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться тревалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии, мои ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа Пана нашего. Аминь. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, в наших потребах не погорчай молению нашим, и от усялякой злой приходы выбавляй нас завсюди. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас зарушай, Сыну Своему нас отдавай. Памятай, у Найсвятейшая Панна Мария, что николи не здарилася, как покинула того, кто до Тебе утекая. Тебе на допомогу клича Твоей опеки просить. Гэтым довером натхнёный до Тебе, о Панна над паннами и наша Мати, имкнуся, до Тебе прихожу, перед Тобою грешный плач чистою. О Мати Слова, не погрожай словами моими, а не почуй их ласково и выслухай. Таємницю сакрамента, Господа наші всі, Тратить моc здоровье право, Боже новый заповедь, что нам розум не тумачить, свято веры принять.
предку і всіх людей. Заховуй нас справу Твоєї милосердності, как мы неспинно згадуючи таємницю нашого спавлення, удостоилися отримати сіє плен прав Христа Пана нашого. Аминь. Семенами прославлены, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент, будь завсёды похвалены, семенами прославлены, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент, будь завсёды похвалены, семенами прославлены, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Все луги долины горы и благие